На протяжении многих лет территория торгового дома «Ковчег» была постоянным источником нареканий. Многочисленные жалобы поступали как от жителей города, которые заезжают сюда за покупками, так и от самих владельцев торговых точек. Основные проблемы заключались в неудовлетворительном состоянии дорожного полотна, а также в повсеместной несанкционированной торговле, создающей недобросовестную конкуренцию и препятствующей развитию цивилизованного бизнеса. По инициативе и под непосредственным контролем мэрии города здесь начали работы по полному благоустройству, чтобы привести ключевые торговые площадки в соответствие с современными стандартами комфорта, эстетики и порядка. Это 3350 квадратных метров асфальтового полотна, то есть вдоль до того здания, вертикально и снова вот в эту сторону мы полностью добьемся того, чтобы здесь положили асфальт. В итоге будет безопасно, будет комфортно, плюс проектируется эта работа таким образом, чтобы при каком-то там сильном дожде, ливне и так далее вся эта вода не скапливалась на территориях, будет специальный уклон, эта вода будет уходить вниз и далее уже в ливневую систему. Соответственно, если вы обратите внимание, мы подняли канализационные люки, теперь уже не будут машины колесами проваливаться в эти искусственные ямы. Также особое внимание уделили устранению визуального шума. Множество рекламных конструкций, зачастую устаревших, поврежденных или установленных без соблюдения единого стиля, значительно портили общий эстетический вид территории. Их полностью демонтируют. Это позволит освободить пространство, сделать его более опрятным и визуально привлекательным. Специалисты обратились к владельцам торговых точек, которых здесь более 150, с требованием пересмотреть и при необходимости переделать свои вывески и рекламные элементы. Цель – создать единый, гармоничный и современный архитектурный облик во всей торговой зоне, чтобы она выглядела аккуратно, привлекательно и все было законно. Мэрия, в свою очередь, сейчас занимается тем, что проверяет наличие документов у владельцев помещений. Соответственно, это отчисления налоговые, это оформление работников. От этого выиграет бюджет города и будут повышенные социальные гарантии для тех, кто занимается торговлей. И мы собираемся узаконить эти вещи, чтобы предприниматели вышли из серой занятости. Особенность проекта – его финансирование. Все работы по преображению территории, включая укладку асфальта, оплачиваются за счет средств самих владельцев торговых точек. Это более 150 предпринимателей, которые осознают личную выгоду от улучшенных условий и готовы инвестировать в развитие собственного бизнеса и общей инфраструктуры. Но несмотря на частное финансирование, координацией, организацией и контролем всех работ занимается мэрия Назрани. Такой подход позволяет обеспечить системность, соответствие всем строительным нормам и городским стандартам, а также гарантирует, что все изменения будут проведены качественно и в интересах городского сообщества. Как обещают рабочие, уже до конца этой недели все асфальтные работы на этом участке будут завершены. Это все будет выглядеть цивилизованно, развито и красиво. Аналогичные работы проводятся и на территории центрального рынка города. Там, где раньше были большие ямы, сейчас лежит новое асфальтовое полотно, а непрезентабельные рекламные баннеры больше не мусолят глаза жителям. Для предпринимателей, в свою очередь, создаются более цивилизованные условия для ведения бизнеса, а также устранения конкуренции со стороны нелегальных торговцев. Это, несомненно, приведет к росту товарооборота и укреплению местного бизнеса. В конце июня мы перекрыли подъездные дороги к этому объекту, проговорили, соответственно, с собственниками, нашли понимание. Как я и говорил, у нас малый бизнес, средний бизнес, он идет навстречу властям и во взаимодействии решается очень много проблем. Преображение рынка «Фабрика» и территории Ковчега – это не просто ремонтные работы, а важный шаг к созданию более комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды в Назрани, отвечающей ожиданиям как жителей, так и самих предпринимателей. Мадина Цора, Хасан Евлоев, Магаз 24.